Уходящий 2020 год был исключительным для всех. БГУ столкнулся с множеством непредвиденных ситуаций и непростых испытаний. 2 волны коронавирусной пандемии, стремительный переход большой многотысячной корпорации БГУ на онлайн-коммуникации, сложная общественно-политическая ситуация в стране. Эти вызовы проверили университет на способность решать проблемы сообща и объединяясь. В пандемию коллектив БГУ впервые был вынужден перенести общение на всех уровнях и процессах в онлайн. Это подтолкнуло к новым формам взаимодействия профессорско-преподавательского состава БГУ, студентов и администраций факультетов, абитуриентов и приемной комиссии, коммуникациям академического сообщества с коллегами из других стран. В 2020 году более 70% мероприятий прошло в онлайн-формате. Это дни открытых дверей, научно-практические конференции, круглые столы, форумы, выставки, фестивали, советы БГУ и рабочие встречи. Новый студенческий проект «Не вопрос» обеспечил эффективное общение студентов с администрацией БГУ. Тренировки кафедра физвоспитания и спорта проводила и проверяла онлайн. БГУ подтвердил эффективность системной работы по цифровизации и внедрению IT-технологий в обучение. Сегодня на образовательном портале БГУ зарегистрированы 100% обучающихся. Это более 24 тысяч пользователей. Портал обеспечивает сопровождение более 7600 дисциплин. В режиме видеоконференций, вебинаров, других онлайн-форм проходит 1580 занятий в среднем за день. В качестве методической поддержки преподавателям были организованы программы повышения квалификации, использования системы LMS Moodle в учебном процессе. Реализовано 87 семинаров и консультаций, повышение квалификации по 2 программам и 10 методическим семинарам на факультетах. В мае стартовала педагогическая онлайн-мастерская, где в качестве экспертов выступили опытные ученые-педагоги, психологи, преподаватели университета. Активно работает форум мастерской. В уходящем году была запущена новая версия сайта БГУ на 4 языках – русском, белорусском, английском и китайском. Редизайн укрепил позиции сайта в мировой паутине, а главное – позволил достойно представить БГУ на любых устройствах, от небольшого мобильного до внушительной цифровой панели. Популярностью у иностранных абитуриентов пользуются страницы с виртуальным 3D-туром. Приемная кампания 2020-го подтвердила, самые сильные абитуриенты страны делают свой выбор в пользу БГУ. Каждый 3-й белорусский стобальник стал первокурсником БГУ. Возросло число абитуриентов-бюджетников, имеющих суммарный балл по ЦТ 300 и выше. Увеличилось количество медалистов и выпускников СУЗов с отличием, выпускников лицеев и гимназий. По ряду специальностей был побит прошлогодний рекорд проходных баллов. Несмотря на пандемию, это был успешный год по набору иностранных студентов. Он дал рекордные цифры поступивших на обучение иностранных граждан в магистратуру и аспирантуру. 162 иностранных студента начали учебу на совместных образовательных программах. Начато обучение на 10 новых совместных англоязычных программах, 5 специальностям магистратуры и 5 аспирантуры. Одна из программ с Объединенными Арабскими Эмиратами. Университет укрепил сотрудничество с учебными заведениями и компаниями Китая. Разработаны экспортные программы для доуниверситетской подготовки в учебном центре города Санья, который ежегодно готов принимать около 300 будущих студентов БГУ. В БГУ открылись первая библиотека Китая и многофункциональный кабинет индийской культуры. В турецком Измире открыт информационно-образовательный центр БГУ. Деятельность центра активизирует продвижение БГУ в Турции. Научно-техническая продукция БГУ была представлена на 15 международных выставках, впервые на 4 онлайн-выставках. Было проведено 89 научно-практических мероприятий, 1 стартап-конкурс. В БГУ состоялся круглый стол «Молодежное университетское стартап-движение в области новых и высоких технологий» для молодых ученых из 21 университета республики. Президентские стипендии на 2020 год назначены 15 сотрудникам. Это лучший показатель за время проведения конкурса. В НИИ физико-химических проблем совместно с Министерством здравоохранения создана отраслевая лаборатория фармацевтической химии. В настоящий момент в БГУ функционирует 6 отраслевых лабораторий. В состав технопарка Унитехпром БГУ принято 5 новых резидентов. Разработка ученых БГУ «Съедобная упаковка для пищевых продуктов» признана лучшей на ярмарке инновационных проектов «Стартап-ленд» в российском городе Белгород. 11 разработок БГУ удостоены наград на научном конкурсе в Санкт-Петербурге в рамках международной выставки Конгресса «Высокие технологии, инновации, инвестиции». В 2020 году журнал БГУ «Математика и информатика» включен в наукометрическую реферативную базу данных Scopus. Продолжено совершенствование системы стимулирования защит диссертаций, проведен конкурс грантов. В уходящем году было защищено 54 кандидатских и 7 докторских диссертаций. Докторские диссертации защитили Беляева Елена Валерьевна, Васьковский Максим Михайлович, Гурский Василий Леонидович, Ковецкий Святослав Тихонович, Савчук Татьяна Николаевна, Солодуха Виталий Александрович, Шуба Михаил Владимирович. В 2020 по сравнению с прошлыми годами увеличилось количество иностранных аспирантов.
Обладателями грантов Министерства образования стали 30 научно-исследовательских работ БГУ, что составило 23% грантов по республике. Высокой государственной наградой, медалью Франциска Скорины, награждены Таиса Довнар и Сергей Максименко. Медалью за трудовые заслуги награждены Валентина Бибила и Юрий Харин. Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь» присвоено Сергею Решетникову и Владимиру Кошелеву. Звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь» Игорю Грунтову. Грамотами и почетными грамотами Министерства образования награждены 37 сотрудников университета, наградами иных министерств и ведомств – 45. Медиаресурс БГУ «Спорт БСЮ» признан лучшим в республиканском конкурсе «Заяви о себе через социальные сети». БГУ улучшил позиции в глобальных рейтингах. Шанхайский предметный рейтинг по физике включил БГУ в топ-300 лучших университетов мира. БГУ показал самую высокую позицию за всю историю участия в мировом рейтинге QS. Электронная библиотека БГУ сохранила статус первой в Европе и входит в тройку мировых лидеров. БГУ стал единственным из отечественных вузов, входящим в рейтинг Times Higher Education. На 100 позиций вырос в московском международном рейтинге «Три миссии университета» и на 85 в рейтинге CWUR, разработанный Объединенными Арабскими Эмиратами. Культурно-массовые мероприятия проходили в разных форматах в зависимости от эпидемиологической ситуации – очном, смешанном очно-дистанционном формате и онлайн. Священной дате, 75-летию Великой Победы, был посвящен ряд мероприятий. Торжественная акция возложения цветов к мемориальному знаку, онлайн-лекция завкафедры исторического факультета Олега Яновского, видео-флешмоб «75 вершаў про войну и перамогу», видеопроект «Память сердца», облагораживание захоронений героев войны и другие. 2020 год насыщен спортивными достижениями студентов. Сборная БДУ «Цмоки» завоевала серебро женского Кубка Беларуси. Женская сборная БГУ по волейболу заняла второе место в финале Республиканской студенческой волейбольной лиги, а мужская сборная получила повышение в дивизион А. За 11 месяцев 2020 года на 15,4% выросли доходы комплекса БГУ за счет доходов от экспорта образовательных, научных услуг и наукоемкой продукции. Общая сумма экспорта услуг по комплексу БГУ за 11 месяцев 2020 года более 11,3 миллионов долларов, что существенно превышает аналогичные показатели 2019 года. Экспорт образовательных услуг составил 10,2 миллионов долларов. Это превышает годовой план на 17,2%. По результатам 11 месяцев 2020 года на 16,5% в среднем выросла заработная плата всех категорий сотрудников, в том числе за счет собственных средств БГУ на 10,8%. Существенно выросли бюджетное финансирование капитальных расходов университета и вложение собственных средств в развитие материально-технической базы. В 1,4 раза увеличено финансирование на приобретение оборудования и других основных средств, в 1,7 раза увеличено финансирование капитального и текущего ремонта зданий. За последние 2 года финансирование данных статей бюджета увеличено в 2 и 2,7 раза соответственно. В 2020-м БГУ стал участником проекта Всемирного банка, в рамках которого до 2025 года в здании по улице Курчатова, 7 будет проведен капитальный ремонт с модернизацией. Создан и оснащен современным оборудованием уникальный центр междисциплинарных исследований из более 35 инновационных лабораторий. 2020 стал юбилейным годом для нескольких структурных подразделений университета. 95 лет со дня основания отметил юридический факультет. Факультет прикладной математики и информатики отпраздновал 50-летний юбилей. 30 лет исполнилось лицею БГУ. 25-летие отметил факультет международных отношений. Юридический колледж и радио Юнистар отпраздновали 20-летие. Несмотря на турбулентность, год прошел для БГУ под нарастающее звучание замечательной юбилейной даты – столетия со дня основания. Старт 100-му году БГУ был дан 30 октября на торжественном совете университета, где на символическую кнопку пуска нажали министр образования Беларуси Игорь Карпенко, ректор БГУ Андрей Король, заведующий кафедрой Олег Яновский и студентка ФМО Ульяна Бычкова. К столетию БГУ запланировано 100 ярких мероприятий и проектов республиканского и университетского уровней. БГУ готовится к столетию масштабной реконструкции главного корпуса. Полным ходом ведется капитальный ремонт учебных корпусов, административных зданий, общежитий, спортивных и культурных объектов. Приобрел современный вид музей землеведения, отремонтированный зал игровых видов спорта и зал для спецмедгрупп. Главный сайт БГУ встречает пользователей таймером обратного отсчета. Ведь столетие университета – это юбилей всей национальной образовательной системы. Это знаковая дата для всей страны. Пусть 2021 год, год столетия БГУ, будет наполнен добрыми делами, позитивными изменениями, успешными проектами и новыми достижениями. С Новым годом, БГУ!